Гамбажап Цибиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Часть 5. Администрацию монастыря можно разделить на две части – духовную и светскую, хотя представителями той и другой являются духовные лица. Во главе всего духовенства стоит хамба, именуемый в литературе титок, то есть главнопрестольный. Ныне он избирается из перерожденцев прежних хамба и служит 3 года. Выбранный перерожденец живет в особом дворце, который стоит на том месте, где, по преданию, был построен маньчжурским правительством дом для 3-го Банчен-Ирдыни Балдан-Еше. Последний, по отбытии своем из Гумбума, предоставил дворец хамбам. Не знаем, насколько это верно, но в истории монастыря говорится, что в 1687 году перерожденец Аджа по имени Шайраб Санбо построил дворец для хамба. Как бы то ни было, прежний дворец был разрушен во время дунганского движения в 70-х годах только что минувшего XIX века, и ныне на том же месте построен новый, который, по словам очевидцев, положительно нельзя сравнивать с прежним по богатству и красоте отделки. Хотя это и так, но и нынешний дворец, окрашенный в красный цвет, является одним из лучших домов монастыря. Внешними атрибутами должности хамба служат желтый зонт и желтая же шапка особого образца, называемая дзанхавинской или банченской, с длинными наушниками, по-тибетски баншинырин. Когда он проходит по улице, то его сопровождают игрой на особых духовных инструментах, вроде кларнетов, и впереди цокченский гэпкой несет зажженные курительные свечи. Играющие двое идут впереди хамба. Когда они слишком забегут вперед, останавливаются, продолжая играть, обратившись лицом к хамбо, с приближением которого снова идут вперед. Хамба-лама значит «учитель», соответственно чему хамба является высшим наставником всего духовенства и периодически читает проповеди, раздает ученые степени, и так далее. Для полицейской распорядительной власти под непосредственным ведением хамба находится так называемый цокчен гыбкой, что можно перевести «правитель добродетели Великого Собрания» или «шамо», следящий за исполнением духовными их дисциплинарных обязанностей. Он разрешает и судебные дела, возникшие в монастыре. За небольшие проступки наказывает тут же своим распорядительским жезлом, а для более серьезных случаев перед дверями дугана висят длинные плети. Он назначается на год и имеет помощника, назначаемого на полгода и называемого шабудагба. Кроме того, каждый факультет имеет своего тиба, то есть престольного или гыскоя, власть коих по отношению к своему дацану такова же, как и вышеупомянутых лиц по отношению ко всему монастырскому духовенству. Светская власть находится в руках 3 чиновников, называемых китайским словом «лаое» со степенями «да» – старший, «эрл» – второй и «сань» – третий. Мне передавали, что «далаое» является в настоящее время лишь почетным званием. Гораздо большую власть имеет 2-й чиновник, который утверждается в должности китайским правительством и ведет все деловые сношения с Сининским амбанем, в ведении коего находятся все амдосские монастыри. Сань Лаое следит за прислугой в управлении и хозяйственными работами. Все Лаое, составляя особый комитет Цокчен Джиба, заседают и живут в особом общественном доме, называемом Сокчен-Жисо – общее хозяйство Большого Собрания. Они заведуют всем общемонастырским имуществом и земельными угодьями вместе с крестьянами, живущими на них.
Монастырь особенно обогатился земельными угодьями после подавления недавнего мусульманского восстания, когда бесчеловечная резня, произведенная китайскими войсками над обезоруженными побежденными, высвободила массу пахотной земли в окрестностях монастыря, где обитало много магометан. Пашни сдаются в аренду обычно из 60% с количества засеваемых семян, причем участки раз навсегда измерены по количеству посева. Очень важные дела обсуждаются с участием старшин, по-тибетски гырган, 6 отдельных общин цодук, на которые разделяются подданные монастыря. Духовенство живет в домах, расположенных по обеим сторонам оврага, амфитеатром. Дома по большей части китайского образца, и лишь у богатых перерожденцев они тибетского стиля. Дома для подворья перерожденцев и отдельных общин называются карба или гарба. Таких подворьев насчитывает до 80. Самые знатные из владельцев гарба – суть перерожденцы Аджа и Шинза, считающиеся перерожденцами отца и матери Занкапы, Арток, Чишой, Джаяк, Канджа, Маньяк, Туган и другие. Многие из этих перерожденцев живут по своим монастырям, находящимся в других местах, но числятся в списках монастыря и для своих временных посещений содержат гарба. Улицы монастыря не отличаются примизной, и многие из них довольно узкие. Чистота их поддерживается лишь собаками и китайскими земледельцами, которые собирают человеческие нечистоты для удобрения полей и огородов в особые плетеные корзины, носимые на спине. Лошадиный же помет усердно собирают сами монахи для топки печей под нарами, каны, а также и кухонных. Впрочем, для топки последних чаще употребляют солому, и лишь более зажиточные топят мелким кустарником, продающимся сравнительно дорого, от 25 до 35 копеек на наши деньги за ослиный вьюг. Торговым местом Гумбома служит площадь на нижнем краю монастыря. Сюда, однако, приносят только мыло, булки, лук, топливо и тому прочие предметы самой первой необходимости. Торжищие это называют цонра, то есть торговый двор. Гораздо оживленнее идет торговля в китайской слободе, расположенной в одной версте на севере от монастыря и называемой Лаосыр. Здесь, кроме китайских лавок и постоялых дворов, находятся еще и дома земледельцев, огородников и разные мастерские. В этой же деревне происходят все жизненные сцены, запрещенные строгим монастырским уставом. Торговля ведется на весовое серебро и китайские медные чохи. За 1000 чохов здесь считают связку в 460 штук, следовательно, за 100 идут 46 чохов. Занимая положение на пути караванов, ходящих между Тибетом и Монголией, Гумбон с недавних пор извлекает большие выгоды от такого посреднического положения, как по отношению к торговле, так и по отношению к пропаганде ламаистских идей среди монголов. Многие из здешних монахов вывозят в Тибет китайские произведения, местных лошадей и лошаков, и привозят тибетские произведения, идущие главным образом на удовлетворение потребностей монголов. Благодаря такому же положению Гумбун в разное время посетили 3, 4, 5 и 7 Далай-ламы и 3 Банчен. Каковые посещения немало послужили, понятно, сильному возвышению монастыря во всех отношениях. Не только они лично во время своего пребывания здесь, но даже оставленные ими престолы, на коих они сидели, и части их одеяний, не исключая юбок и сапог, привлекали и привлекают множество богомольцев. Затем здешние ламы, получившие образование в монастырях Центрального Тибета, часто приглашаются в Монголию и служат таким образом посредниками духовного общения Тибета с Монголией. Сверх того,
Являясь ближайшим, а потому и доступнейшим местом, связанным с именем Дзонхавы, реформатора ламаизма, этот монастырь посещается ежедневно сотнями богомольцев. Все это служит источником существования и обогащения монастыря. Значительный сметный ежегодный доход получают от кукунотских, или точнее цайдамских монголов. К последним ежегодно посылается для сбора пожертвований специальное посольство, которое пригоняет сотни голов крупного и мелкого скота. Во время нашего пребывания в этом монастыре 15 числа первой луны, это 2 февраля, происходило празднество, называемое Джунгай Чодба, то есть жертва 15 числа, на которое стекается много народа из близких и дальних мест, а также из Монголии. Торговля, ищущая везде большое стечение народа, проникла на это празднество и, может быть, сама, в свою очередь, удвоила число посетителей, так что в настоящее время 15 число является не столько религиозным праздником, сколько ярмаркой. В заключение скажем, что Гумбум, как монастырь, не отличается особой строгостью своей дисциплины, как учебной, так и нравственной. Масса монахов из местных джахоров не умеют даже читать. Женщины свободно допускаются в монастырь и могут оставаться и на ночь. В домах можно застать попойку, курение табака, нюхать табак нигде не воспрещается, ну и тому прочее. Так как до обычного выезда богомольцев из Гумбума в Тибет оставалось еще более 2,5 месяца, то я решился посетить другой знаменитый амдоский монастырь Лабран, находящийся на юге от реки Хуанхэ. Для этого я нанял себе на службу одного бурятского ламу, направляющегося в Тибет. Мой прежний слуга, дошедший до Гумбума, отказался от дальнейшего пути и пожелал возвратиться на родину. Причиной отказа послужила его боязнь за свою жизнь, так как он наслышался от бурят и монголов немало страшного о путешествии в Тибет. Ему наговорили о вредном действии разряженного воздуха, о вооруженных нападениях голоков и черных тангутов и тому прочее. Пришлось, пожалев о его малодушии, снарядить его в обратный путь. Сам же я стал отыскивать подводы до Лабрана. Впрочем, отыскивание это состояло лишь в непропускании случая нанять прибывших сюда китайских татар-саларов из деревни Ламурджан, находящейся на правом берегу Хуанхэ, так как исключительно они возят путешествующих между Гумбумом и Лавраном. Эти подрядчики, монополисты, имеют постоянно определенную таксу за проезд, а именно по 3 лана, 5 цинов за каждые 150 китайских фунтов юка, это 5,5 пуда. Причем человек считается за 120 китайских фунтов, это 4,5 пуда. Они ходят между Гумбумом и Лавраном партиями в 5-6 человек с 10-12 мулами. Отыскав нанимателей, они весят багаж и, получив повинную или полную плату наперед, садят путешественников на лошаков, а сами идут пешими. Постоянно промышляя таким образом, они ежедневно проходят определенное расстояние и ночуют постоянно в одних и тех же постоялых дворах. В последних пассажиры, возчики и их вьючные животные помещаются в одной комнате или, вернее, сарае, в котором у одной стены устроены нары для людей, а у другой – стойла для животных. Наняв таких саларов, мы выехали из Гумбума 6 февраля и ночевали в китайской деревне Дама. Конец 5 части. Продолжение следует.